каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. И о подвигах наших дедов и бабушек мы можем, наверное, узнать из наших рассказов и уроков истории. Я бы хотел рассказать о своем деде, участнике Великой Отечественной войны, и его двух братьев. Фамилия моего деда Аршба, зовут его Нури, отчество Баданович. Его брат Аршба Владимир Баданович и Аршба Давид Баданович. Все трое были участниками Великой Отечественной войны. К началу Великой Отечественной войны моему деду исполнилось 29 лет. В это время он уже проходил службу в органах государственной безопасности. Со слов коллег моего деда мне было известно, что моему деду была поручена операция, которую он возглавил по ликвидации 3 фашистских диверсантов, которые были заброшены в район Абхазии. Диверсанты появлялись то в Ткачальском районе, то в Гальском районе, и найти их было не так уж просто. После тщательно подготовленной операции 3 фашистских диверсанта были задержаны и обезврежены. За данную операцию мой дед был удостоен высокой награды орденом Красной Звезды. Впоследствии, в период войны, моему деду также приходилось участвовать в операциях по ликвидации фашистских захватчиков на Марухском, Клохорском перевалах. Позволю себе тогда зачитать удостоверение, которое было выдано деду. За участие в героической обороне Кавказа Аршба Нури Баданович указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года награжден медалью за оборону Кавказа. Моему деду удалось дожить до Дня Победы и дождаться окончания войны. Среднему брату Аршба Владимиру Бадановичу менее повезло, чем моему деду. Его родители получили извещение о гибели своего сына, в котором говорилось, что 3 февраля 1945 года он был убит и похоронен с почестями в селе Патока в Венгерской республике. Таким образом, он не дожил до Великой Победы буквально несколько месяцев. При этом у него не было семьи, и он не смог оставить память о себе, о своих детях. Младший брат деда Аршба Давид Баданович также был призван в ряды советской армии и прошел войну до самого Кенигсберга и вернулся живой с войны, без ранений. Сегодня нет никого уже в живых, но память и гордость за них всегда в моем сердце и в сердцах моих братьев, сестер, дядь, которые сегодня тоже помнят о них, и во все наши великие праздничные такие дни мы вспоминаем о них с великой гордостью. После окончания войны дед продолжил работу в органах внутренних дел, возглавлял городской отдел внутренних дел города Сухума. И по завершению работы ушел на пенсию. Участники войны и ветераны были нередкими гостями в нашем доме. В майские праздники они за круглым столом всегда делились о минувших днях боевой славы, рассказывали, где невольным участником был и я за столом, слушая и восхищаясь, какие героические люди были и какие совершали героические подвиги эти люди. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить ветеранов с очередной годовщиной победы Великой Отечественной войны. Мы, поколение, благодарны им за наше сегодняшнее мирное небо.